В конце апреля в Москве прошел чемпионат и первенство России по традиционному ушу, в которых приняли участие более 800 поклонников восточных единоборств. От республики в чемпионате приняли участие 5 наших земляков от 8 до 30 лет. Эти соревнования прошли довольно сложно, конкуренция очень сильная, потому что приехали со всей России. После отбора в Сибири мы поехали, получается, на Россию, и другие регионы тоже после отбора приехали в Москву, чтобы выяснить, да, кто хорошо выполняет комплексы стиля кунг-фу. После сложнейших состязаний с серьезными соперниками из 48 регионов страны наш боец Аежи Иргид завоевал 3-е место – бронзу. Также после короткой передышки наши спортсмены приняли участие в международном турнире по ушу «Московские звезды УШУ-2023». 3 по 8 мая сразу же начался международный турнир. И так как наши ветераны, наши спортсмены очень хорошо выступившие, были приглашены в город Москва. Так, в городе Москве участвовали. И там где-то 15 медалей разные виды получили. И там 32 спортсмена участвовали из Республики Тыва. Всего же в турнире приняло участие порядка 600 спортсменов из 8 стран – России, Афганистана, Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии и Китая. Возраст участников соревнований варьировался от 8 до 60 лет. В международном соревновании я принимал участие в первый раз. У меня соперников было 10 из Бурятии и Киргизии. 1-е и 3-е. 1-е и 3-е место, да? 1-е место по какому? По вееру. По вееру. А 3-е место? По паян-тумбе. Наши спортсмены показали себя на соревнованиях очень достойно, приложили все свои умения и навыки, отстаивая честь тувинского спорта. Самое главное, они получили бесценный опыт в изучении боевых искусств. Я впервые участвовала в таких соревнованиях такого уровня. Для меня это было просто открытием. Я увидела, насколько вообще подготовлены взрослые с других регионов. Это очень высокий уровень. И соревноваться – это просто честь для меня и для других, именно из нашей группы «Ушу путь к долголетию». Впервые в соревнованиях по ушу приняли участие ученики школы ушу Чойганы Самбала «Путь дракона» из города Чадан. Айлан Ондар из Дзунхемчика заняла 2-е место. Раньше у меня не было интереса, когда вот наш тренер Чойган Николаевна показывала несколько приемов, мне стало интересно. Подумала, почему бы нет, не попробовать. Вот и так начали заниматься. По результатам соревнований на нашу команду посыпался звездопад наград. В различных стилях сборная команда ушу Тувы собрала 5 бронзовых медалей, 8 серебряных и целых 7 медалей золотой чеканки. У меня в планах очень хорошие есть соревнования, также такого международного уровня, а также есть для детей, проходят всероссийские игры боевых искусств в городе Анапе. Стоит отметить, что тувинские ушуисты пользуются авторитетом не только в России, но и за ее пределами. В 2019 году в Китае, на родине ушу, наши спортсмены стали абсолютными золотыми призерами на 6-м международном турнире по винчун кунг-фу. Напомним, самыми известными мастерами этого стиля были Ип Ман и Брюс Ли. Сайгын Бирбю Буяно Юн, Самдам Иргид, Тува 24.